19 дней совмещают работу городского собрания со своей основной деятельностью, с иной работой. То есть мы 100% своего времени не можем оставить именно здесь. Это огромная проблема. Проблема администрации. Проблема администрации заключается в том, что, на мой, опять-таки, взгляд, у нас президент избирается каждые 5 лет. Бывает, что и раньше получается, да, раньше срока. Когда избирается президент, меняется вся команда, меняется глава администрации. Хотелось бы, чтобы план развития города Сухум был расписан на ближайшие 10 лет. То есть вне зависимости от любой администрации, 10 лет мы знали, что наш Сухум сегодня начнет ремонтные работы с нового района. Там завтра они будут в городе, в центре Сухум, и в конце закончатся на выезде. То есть если будет определенный план развития городов, мы уже будем знать, что вне зависимости от главы администрации работа будет вестись так. Простой приведу пример. Это пример с продаж на самом деле. Сегодня мы разделим город Сухум на две одинаковые части. Одной частью мэром буду я, другой частью мэром будет мой коллега. Вот эта часть моя, она будет зеленого цвета через 5 лет, а его часть будет серого, потому что мне нравится данный цвет, а ему другой. То есть это работает только так. Все, что касается о продажах и апартаментах. Я часто слежу за рынком недвижимости в нашей стране, и за последние 2 месяца вырос спрос на продажи, выросла цена на квартиры. Ни с того ни с сего любая недвижимость, которая стоила 1 миллион, сегодня стоит 2 миллиона, 3 квартиры в районе Сноба, которые стоили около 2 миллионов, сегодня стоит 6 800, 7 тысяч. Народ еще не разобрался в том, что апартаменты никакого отношения к недвижимости не имеют, они имеют отношение лишь к земле, но уже просто искусственно поднял цены, потому что кто-то, видимо, им нашептал, что... Закон рынка, да. Рынок так отреагировал. И будет все на самом деле только хуже. Но этот вариант тоже невозможно исключать. У нас есть огромное количество территорий, возьмем, в пример, наш Тамыш, да, который в послевоенное время сегодня там развивается небольшое количество сельскохозяйственных культур. Но есть большое количество территорий, которые можно развивать. Если мы внесем некие ограничения в этот закон, то с ним обязательно нужно работать, потому что закрыться от всего мира и никак не инвестировать в людей невозможно после нашей страны. И то, что касается энергетики, да, последний момент. Я платил за свет около 3 месяцев назад условно 1200 рублей в месяц. Это сумма, которую я каждый месяц платил, и все получалось. На сегодняшний день, буквально дня 3 назад, я оплатил свет, мне вышло 4500. Это та сумма моя. В том случае, если мы продадим нашу электроэнергетику, я буду платить за свет по их тарифам около 15 тысяч рублей. Средняя заработная плата в Абхазии тоже 15 тысяч рублей. Я думаю, это исчерпывающе. Нам нельзя. Надо будет работать просто, чтобы телевизор смотреть. Все, большое спасибо.